Вы смотрите обзор экономических новостей, в студии Иван Лазаренко. Минстрой нашел способ переселить россиян из ветхого жилья в новые квартиры. Ведомство предлагает дать региональным властям право устанавливать дополнительные меры поддержки владельцев аварийных квартир, но только при условии, что жилье в собственности в аварийном доме у человека единственное. За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ собственникам жилья в аварийных домах могут предложить дополнительные социальные выплаты или льготную ипотеку. В ходе экспертных обсуждений звучали цифры в 5–7% годовых на уровне социальной ипотеки для многодетных семей. Как вариант, владельцу квартиры могут предложить переехать в маневренный фонд, пока не найдется инвестор, который построит для переселенцев постоянное жилье. Самих инвесторов тоже хотят привлекать субсидиями, чтобы они активнее застраивали территории, где расположены уже непригодные для проживания дома. По мнению министерства, такие меры позволят сократить объем непригодного для проживания жилищного фонда. Кроме того, введение ипотеки удобно прежде всего самим гражданам, поскольку человек сможет сам выбрать дом, в котором хочет проживать. Росстандарт собирается изменить устаревшие стандарты проверки топливораздаточных колонок на автозаправочных станциях, сообщил глава ведомства Алексей Абрамов. Он пояснил, что недолив в основном происходит из-за манипуляций с программным обеспечением, но на топливораздаточных колонках. Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива, отметил чиновник. Это в том числе происходит из-за устаревшего ГОСТа, который позволяет осуществить подобные манипуляции. Росстандарт предлагает проверять не конкретную колонку, а всю измерительную систему топливораздаточных колонок, в том числе в связке с оператором на кассе. Соответствующие изменения в ГОСТ планируется ввести в первой половине 2020 года. Кроме того, ведомство занимается разработкой скрытого прибора для контрольных закупок топлива, который сможет реагировать даже на 1% недолива. Росстандарт готовится ввести в правительство законопроект, наделяющий его правом совершать контрольные закупки. Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность участия негосударственных пенсионных фондов, акционерами которых являются госкорпорации, в системе обязательного пенсионного страхования. До этого учредителями негосударственных пенсионных фондов могли быть только физические или юридические лица, созданные в форме хозяйственного общества. Изменения, как ожидается, будут способствовать сбалансированному развитию системы гарантирования прав застрахованных лиц и окажут положительное влияние на развитие негосударственного пенсионного страхования. Новая система позволит создавать свои пенсионные фонды крупным госкорпорациям. Такие негосударственные пенсионные фонды смогут не только обслуживать, но и гарантировать накопительную часть пенсии своим работникам. Минфин, Центробанк и Банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе следующего года. Их беспокойство вызвал возможный рост тарифов из-за подготовленной правительством изменений. Поэтому сейчас при обсуждении могут быть исключены три важных нововведения. Это увеличение лимита выплат страховщика по ущербу жизни и здоровья в 4 раза до 2 миллионов рублей. Ранее запланированный отказ от территориального коэффициента при расчете цены полиса. Сейчас он может увеличивать цену полиса более чем в 2 раза. И право страховщика варьировать тарифы внутри одинаковых групп автовладельцев из одного и того же региона. Правительство России поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция. Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры России ресурсов был внесен в Госдуму еще в конце июля. Разработчики проекта пояснили, что законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компаний, которые ориентированы на российский рынок, включая Яндекс или Mail.ru Group. Законопроект ранее подвергся критике со стороны правительства и IT-отрасли. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.